Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Огромное вам всем спасибо за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои милые, давайте сегодня посмотрим на вашего мужчину и узнаем, как он к вам относится и считает ли он вас своей женщиной. Если тема вам интересна, посмотрите на песочек и, пожалуйста, загадайте на любимого, либо на того, кто вам интересен. Представьте этого мужчину, по имени его обязательно назовите и, соответственно, спросите у него все то, что вам интересно. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. И пусть высшие силы водят моими руками, пусть покажут нам то, что от нас сейчас скрыто, и то, что мы желаем знать. Так, мои крошки, ну что, видите, да? Надеюсь, видите. Вот прям в серединочку смотрите. Такой маленький вам спойлер. Мужчина, сразу скажу, непростой. Вообще непростой. Но и вы не пальцем деланное. Здесь, как знаете, вы равноправные партнеры. Вы чем-то невероятно похожи, а в чем-то вы просто противоположности, да, как Северный и Южный полюс. Но иногда у вас такие терки с этим человеком, настолько вы по-разному воспринимаете, либо видите информацию. Прям бесит, и вас бесит, и его бесит. Прям такие искры летят во все стороны. Знаете, я так вам скажу. Вы по характеру более такая сговорчивая, что ли, либо правильно, как сказать, прагматичная, что ли, да, вы умеете вовремя обуздать свои чувства и эмоции, если это касается блага для всех. А вот мужчина какой-то крайне нет, знаете, как даже правильно сказать, здесь вам бы по характеру местами поменяться. Вы по характеру более такая вот мужественная, что ли, либо жертвенная, может быть, в каких-то вещах. То есть вот как мужчина должен быть, да, надежная, что ли, вот такая вы. А он более как вот на женщину похож. Немножечко у него есть истеричные нотки. Либо он, может быть, поддается каким-то паническим настроениям, паническим атакам. Здесь вы очень часто не понимаете его, не понимаете, ну как так, почему ты как тряпка, почему расклеился, почему боишься, почему не действуешь, почему не активничаешь, почему ты там сидишь и очень сильно там за что-то переживаешь, да, там прям расстраиваешься, чуть не для слез. Вот посмотри на меня, я женщина, я и на работе, и с тобой, и дома, и с детьми, и там с родителями. Я все тащу на себе, и я не жалуюсь. Я не боюсь там уколов, я не боюсь там каких-то вещей. Посмотри на меня, это же я человек, я женщина, я слабее. Но при этом, если посмотреть, да, правде в глаза, то я более выносливая, чем ты. То есть, если я могу, то ты 100% сможешь. То есть, у вас такая к нему идет претензия. А он говорит, вот ты меня не понимаешь, вот ты такая вот вся какая-то злая, колючая, я хочу нежности и любви, а ты мне раз там и кулак под нос, да, то есть меня воспитываешь. А зачем ты это делаешь со мной? Мне нужно понимание, я там, может быть, какой-то творческий, глубоко ранимый, я такой весь там из себя нежный, почему ты меня там с кем-то там сравниваешь, я там уникальный, я там особенный, меня ни с кем сравнивать нельзя, я знаю, что я делаю и прочее. То есть здесь у вас недопонимание с этим человеком. Но при всем при этом я вам сразу скажу, вы, во-первых, друг другу по судьбе, а во-вторых, ваши чувства, они настоящие, они искренние. Да, может быть, у вас тут не все шоколадно и мармеладно, но тем не менее эти отношения, они хорошие, качественные, добротные. Вот те семьи, у которых, знаете, вот иногда посмотришь, они там идут прям милый, заинька, котенька, там ути-пути, да, там все друг другу в глаза заглядывает.
такие семьи, они очень быстро остывают, быстро разрушаются, и это все, знаете, как фальшивое, да, наигранное, как вот в театре побывали. А у вас нет, у вас настоящее. Вы вот прям, знаете, не стесняетесь ни чувств, ни эмоций, не стесняйтесь себя проявлять. Очень замечательно, очень, кстати, перспективные у вас отношения. У кого-то отыграется даже что кармические, то есть достаточно, сложные, да, кармические отношения никогда не бывают легкими, но вот именно кармические, они самые-самые долговечные, долгосрочные. Вот что я вам скажу. В этих отношениях никогда не будет скучно. В этих отношениях вы никогда друг другу не приедитесь. Кстати, кто-то уже переживал, да, вот кто загадал, вы уже сходились, расходились, было много вот попыток, либо мысли были, что там разводиться, уходить, разъезжаться, зачем оно мне все надо, догори оно все синим пламенем, все, моих сил, моего терпения, да, лопнуло, сил у меня не хватает. Здесь было. А у кого-то, кстати, еще, может быть, будет. Но насколько сильно вы будете друг от друга отталкиваться, настолько сильно вас будет назад и притягивать. То есть вам друг от друга как будто бы вообще никуда не деться. Что касается мужчины и его настроения к вам. В моменте, в сегодняшнем дне. Он жалуется, девочки, на вас, причем он жалуется не только здесь на песке, он еще кому-то физически, да, с кем-то разговоры ведет, может быть, какому-то там другану своему, может быть, там маме своей, может быть, там брату, сестре, не знаю, какому-то человеку жалуется и говорит: вот, я ее так сильно люблю, я для нее все делаю, а она меня не понимает, а она меня критикует, а у нее ко мне претензии какие-то есть. Понимаете, вот этим занимается. Хочет, чтобы его пожалели, сказали: маленький, бедненький, ну ничего, потерпи, есть же там какие-то положительные моменты, да, ну надо семью сохранять, ну что ж ты так, да, вот сейчас все разрушишь, а дальше что будешь делать? То есть ему хочется себя перед кем-то показать жертвой, чтобы его пожалели, потому что вы не такая, вы его просто так жалеть не будете. Нет, когда это справедливо, когда действительно какие-то серьезные обстоятельства, там, он заболел, да, либо ему действительно нужна помощь, вы его жалеете. Но когда он вот это вот детство, извините, в одном месте играет, зачем вам его жалеть? Вы ему очень четко указываете на то, что он не прав, да, и что все то, что он там себе, извините, надумал, да, все это бабка надвое сказала, да, что это все ерунда. Смотрите, что касается его ощущения от вас, да, вот что он сам себе честно говорит. Он говорит себе так: Господи, спасибо тебе, мне так повезло. Такая женщина на меня внимание обратила. Это же просто джекпот. Как же мне повезло, что у меня есть моя любимая, что она меня выбрала, не кого-то там другого, а именно меня. Он знает, что с вами он не пропадет. Он знает, что вы ему не только любимая женщина, но и надежная боевая подруга. Он вам доверяет. Либо, знаете, когда же, может, да, у него есть какие-то там тайны, секреты, ну, знаете, как дети, вот он как ребенок, у всех детей, да, есть какие-то там нычки, секретики, там коробочки с секретиками, там и прочее. Может, даже, кстати, вы у него неоднократно находили какие-то его нычки, занычки. Это одно, это не серьезно, это так, баловство. А вот по жизни он вам доверяет. Он знает, что вы не предадите, он знает, что вы не измените, он знает, что вы... Но вы такая монолит просто, понимаете? То есть надежная, стабильная, честная, прямолинейная. За это он вас любит, за это он вас уважает, за это он вас боготворит. Он с вас часто берет образы, либо списывает образы. То есть... Может быть, он с вами и бодается, говорит: это не права, да ты там ничего не знаешь, ты ничего не понимаешь. Тут же он выходит из дома, встречается там с коллегами, с друзьями, и вашими словами он говорит: вот поверьте, вот так оно и происходит. То есть дома вы для него не авторитет, а за пределами дома, либо вне вашего присутствия, вы его гуру, вы его наставник. Вот так вот, девочки, происходит. И этот человек вас любит,
по-настоящему искренне. Он считает, что вы его и только его женщина ровно столько, сколько он ваш мужчина. То есть идеальная пара, идеальные отношения. Ему даже и мысли не приходят о том, что вы когда-нибудь можете расстаться, либо разойтись. Знаете, почему не приходят? Не потому, что он так в себе уверен, а потому, что он знает, что как только вы его бросите, не дай бог вы его бросите, он просто в тот же день погибнет. Он не сможет без вас ни жить, ни есть, ни пить, ни дышать. Вот так вот, девочки. Кто вы для него? Вы его жизнь. Вы та, кто его поддерживает, кто его вдохновляет, кто является его кислородом. Без вас он просто пропадет. И он это знает. Да, он вам этого не говорит. И, возможно, никогда этого не скажет. И его поведение, возможно, говорит совершенно о другом. Но поверьте, это все дурь в одном месте играет, и рано или поздно он повзрослеет и отбросит все эти свои глупости и ужимки. Перед вами будет настоящий мужчина. Вы воспитаете этого настоящего мужчину. Мои милые, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.